Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами Лезги Хабарар, лезгинские новости. В сегодняшнем выпуске. Сергей Меликов посетил Дербент. Вечер памяти Гасана Алкадарского состоялся в Москве. Вышла новая книга поэта Халидина Эльдарова. А теперь об этом и многом другом подробнее. 23 октября в Дагестан с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов, сообщает РИА Дагестан. В Дербенте Меликов в первую очередь провел заседание рабочей группы по подготовке Дербента к 2000-летнему юбилею. В мероприятии приняли участие председатель правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, главы республиканских министерств и ведомств, представители администрации города Дербента. Отметим, что это уже вторая встреча в подобном формате. Открывая работу заседания, полпред напомнил о том, что около месяца назад состоялось совещание, по итогам которого были приняты соответствующие решения, в частности, определен перечень основных шагов на ближайший период. Однако с тех пор, констатировал полпред, радикальных изменений не произошло. Сегодня я осмотрел ряд объектов, чтобы иметь представление о том, как выглядит Дербент за 11 месяцев до празднования. Впечатления удручающие. Но речь идет о том, чтобы провести праздник для жителей города, республики, для людей, которые сегодня за символическую зарплату выполняют обязанности по охране жизни и здоровья населения, учат детей в недостроенных или работающих в 3 смены школах. Если мы о них забудем, нас, конечно, не поймут, заявил Меликов. Как сообщает официальный сайт города Дербента, с 24 октября по поручению руководства республики начат капитальный ремонт поликлиники, расположенной по улице Буйнакского, 43. Как рассказал замминистра здравоохранения Республики Дагестан Салман Ахмедов, работы проводятся совместно с администрацией города Дербента. В порядок здесь будет проводиться все – кровля, фасад здания, электропроводка, инженерные коммуникации, коридоры, полы, врачебные кабинеты, двери, окна. Словом, будут созданы все условия для работы медицинского персонала и приема пациентов. Юбилею выдающегося представителя лезгинской общественной мысли, ученого и просветителя Гасана Алкадарского был посвящен литературно-философский вечер. Он был в просветительстве каждому лучшей опорой, который организовала и провела Федеральная лезгинская национально-культурная автономия. Мероприятие состоялось 23 октября в Московском доме национальностей. Самый большой зал Дома национальностей собрал представителей лезгинской и дагестанской общественности и приглашенных гостей разных национальностей. Всего собралось около 90 человек. Среди почетных гостей присутствовали директор Института философии Российской академии наук Абдусалам Гусейнов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Мамед Аббасов, ученый-востоковед Аликбер Аликберов и другие. Ведущие участники вечера рассказывали о жизненном и творческом пути Гасана Алкадарского, а также делились мнениями о значении его наследия для нынешних поколений. Вечер украсили также зажигательная лезгинка в исполнении юных солистов ансамбля «Самур», песня «Дедечан» в исполнении выпускника училища имени Гнесиных Селима Аллахьярова и другие творческие номера. После официальной части гости продолжили разговор за чашечкой чая. Как передает официальный сайт Магарамкентского района, с апреля по сентябрь 2014 года Министерством образования и науки проводился республиканский смотр-конкурс учебно-опытных участков школ и учреждений дополнительного образования республики. В отделах учебно-опытных участков учащимся успешно проводится опытническая работа и выращивается экологически чистая продукция. Изучив представленные работы, жюри определило победителей и призеров конкурса в номинациях «Село» и «Город». В номинации «Село» первое место заняла школа села Кчун-Хазмаяр Магарамкентского района. Диплом соответствующей степени вручен Министерством образования и науки Республики Дагестан. Новому обществу с ограниченной ответственностью «Зардиян» Сулеймастальского района Махмудову Курбану присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан», сообщает официальный сайт Сулеймастальского района. Руководство района поздравляет Курбана Махмудова с присвоением почетного звания и желает ему дальнейшей плодотворной работы на благо района, исполнения намеченных планов здоровья, счастья и благополучия. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Совсем недавно в свет вышла новая книга лезгинского поэта, литератора Халидина Эльдарова «Лирические жанры современной лезгинской поэзии».
Автор провел подробный анализ форм и жанров поэзии нашего народа, сделав акцент на поэзию второй половины XX века. Отметим, что буквально несколько недель назад Халидин Эльдаров стал членом Союза писателей России. А теперь наша постоянная рубрика «Лезги Чавал» на лезгинском языке. Стал Сулеймана районе Ксан-Келза-Аялар, Москва-дес, Санкт-Петербург-десни, Крым, Республика-дес, Килигизракурда. Районе Маарифни Идараде, Ксан-Келзавай, Вакатень категории Кацава-Аялар, Москва-дес, Питер-десни, Крым-дес, экскурсия-дес, Импатал, Котал Разурникая, Малумат Гузуа. Котал Кад Келзавайдакай Ибара Джеда. Векализ Рекин Вери Харджирин Кадар, Мюжида Зурни Вадуш Манатия, Апулар Аялрин Дидебуари Гана Ганзова. Ишамишкуни Чунрини экскурсия Римпул, Дагестан Оралай Турфирма Дигузвадия. Авай Солар Кэгай стал Сулеймана районе Маарифти Идарада Гузджеда. Переходим к новостям спорта. В 17-м туре чемпионата Дагестана по футболу Ахца обыграл автомобилист из Кизилюртовского района. После этой победы ахтынская команда на некоторое время вышла на второе место в чемпионате. Ахтынская команда в своем активе имеет сейчас 20 очков и 2 матча в запасе. Как передает сайт lezgisport.com, наша спортсменка Фарида Азизова выиграла бронзовую медаль по тэквондо на гран-при в английском Манчестере, где выступает и сборная Азербайджана. В составе сборной молодая спортсменка Фарида Азизова открыла счет завоеванным наградам. Отметим, что Фарида выступает в весовой категории до 67 кг. А наш выпуск между тем подошел к концу. Всего вам хорошего. Салам алейкум.